Доброе утро, дорогие зрители телеканала Якутия-24. Вновь наступает новый день, и вместе с вами мы его встречаем здесь в эфире программы «Утро Якутии». Меня зовут Павел Танин, и вместе с вами в ближайший почти что час будем заряжаться хорошей энергией, настроением на то, чтобы последний рабочий день недели, а точнее даже последний рабочий день этого месяца, потому что завтра будет выходной, мы будем встречать, разгонять и заряжаться на благие дела. Вот, все это в ближайший, как я уже сказал, почти что час. Ну, а вначале вот такая, да, вот интересная новость у нас есть. В Россию вернулась зима. Вот с такими заголовками в сети распространяются видео, на которых вовсю идет снег, и даже он не думает прекращаться. Ну, вот из конкретно кадров, представленных сейчас, это Новосибирск, Мирный, город Удачный Мирнинского района республики. Вот они могут смело, жители этих населенных пунктов, доставать куртки обратно. В целом, совсем недавно тоже была история со снегом из Нерюнгринского района, из города Нерюнгри. И довольно так интересно смотреть, почти что лето наступило, а где-то идет снег. Немножко даже освежает. Но, тем не менее, насладиться жарой, я думаю, мы еще не совсем успели, чтобы так сильно тосковать по зимней погоде. Вот. Ну а ожидать ли снега сегодня, давайте узнаем, потому что сейчас немножко расскажем о том, что стоит сегодня ожидать на улице. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от плюс 5 до плюс 12, в заречной группе от плюс 8 до плюс 14, в южных от плюс 4 до плюс 13, в Вилюйской группе 6-12 градусов тепла. В Нижнеленских от 3 до 6 со знаком плюс, в западных плюс 5, плюс 13, в Колымо-Нигирской группе улусов от плюс 3 до плюс 29, в Янских от плюс 18 до плюс 27, на северо-западе от минус 3 до плюс 3. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила плюс 12 градусов, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер западный от 1 до 5 метров в секунду. Сегодня днем в столице республики облачно, без осадков, ветер также западный от 1 до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем не сильно изменится, ожидается на отметках от плюс 11 до плюс 13 градусов. К счастью ли, горю ли, не ожидается сегодня снега, во всяком случае, в столице республики, но погода вещь все-таки непредсказуемая, стоит об этом помнить. Ну а вообще наступает последний рабочий день этого месяца, в понедельник мы уже законно и календарно будем жить в лете, и если вы готовили какой-то чек-лист того, что бы вы хотели сделать до того, как лето наступит, самое время с этим чек-листом свериться, и вот, кстати говоря, начать заниматься спортом до наступления лета — один из самых распространенных пунктов таких листов. Если у вас тоже вот была цель до лета начать заниматься спортом, мы вам в этом очень пытались помогать, потому что каждый день вместе с нашими спортивными инструкторами в нашем эфире проводим утренние зарядки, что тоже можно считать спортом. Если у вас получилось и вы начали заниматься спортом, мы за вас рады. Если же заняться до лета спортом вы хотели, но, так, как говорится, руки не дошли, сегодня фактически ваш последний шанс именно этот пункт чек-листа закрыть. Поэтому поможем вам не упустить шанс. Так что утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я вас познакомлю с комплексом простых упражнений по направлению йога. Так, берем правую руку, располагаем ее в области височной части. Вторую руку можно положить на бедро, чтобы вам было удобно. И самое главное, обратите внимание на ваш локоть. Он у вас свободный, но вам нужно его отвести назад, чтобы получить напряжение в области. И делаем несколько циклов наклонов. Глаза можете закрыть, взгляд направить вниз, чтобы вам было удобно. И локоть в это время у вас отводится постоянно, и вы чувствуете напряжение в области лопаток. Заканчиваем и переходим на другую сторону. То же самое повторяем, обращаем внимание на локоть, потому что мы забываем про него. И то же самое. Закрываете глаза, и у вас очень хорошо растягивается шейная часть. И вы заметите со временем, что у вас кольца Венеры в этой области, они разгладятся. Теперь мы с вами переходим на движения волнообразные, напоминающие, как будто плывет лебедь. Движение, подбородок. И в обратную сторону можно себя сделать, на себя. Так, хорошо. Теперь мы с вами движение делаем
обычной головы, чтобы растянуть заднюю часть шеи вниз. Наклон вперед, наверх смотрим и снова вниз. И так 8-10 циклов дыхания. Не торопимся, делаем аккуратно. Плечи расправлены. И тоже со временем вы через какое-то время прочувствуете, как у вас шея вытянулась. Вы можете это делать не только вне дома, но и на работе во время обеденного перерыва. Так, теперь движение с руками у нас. Разводим в сторону, и у нас обязательно ощущение, будто пространство расширилось. Лопатки сводим настолько, чтобы они друг к другу тянулись. Угу. И обратно. И здесь вы почувствуете, как у вас хорошо плечи раскрываются. Угу. Опять перед собой смотрим на кончики пальцев. Разводим. Угу. И снова вперед. Теперь мы с вами руки делаем в замок. И наклоны. Наклоны нам обязательно очень нужны, потому что улучшается кровообращение в головном мозге. И, конечно же, улучшается цвет лица. Наклон с прямыми ногами. И у вас хорошо очень работает в области лопаток. И немного можем присесть. Потом мы делаем, руки освобождаем и наклон к прямым ногам. Немножко, если что, можно колени согнуть. Медленно-медленно приподнимаемся и снова раскрываемся. Очень важно соблюдать баланс во всем, не только во внешнем мире, но и во внутреннем. Прижимаем к себе. Замечательно будет, если у вас рядом есть стена, когда вы только впервые все это начинаете. Прижимаем и выворачиваем стопу так, чтобы вы чувствовали комфорт. Самое главное, комфортно. Рука может быть направлена вверх, либо мы ее располагаем в области бедер. Так очень удобно раскрывать тазобедренные суставы, и это очень хорошо и полезно для малого таза. То же самое мы делаем с другой стороны. Самое главное, колено нужно подтянуть вверх. Также разворачиваем стопу и находим баланс. Если что, мы представляем, что у нас есть стена, либо действительно мы держимся. Так будет удобнее. На этом комплекс упражнений завершен. Я благодарю вас за уделенное ваше время. И помните о том, что йога доступна для всех, независимо от возраста, пола. Самое сложное в йоге – это расстелить коврик. Ну, вообще, можно обратить внимание, что на свежем воздухе наше упражнение прошло. Свежий воздух вообще помогает усилить эффект полезный от занятий подобных, от гимнастики. И вот в одном из мест, где можно провести вот такие упражнения с прекрасным видом, мы сегодня побываем уже совсем буквально скоро там вместе с вами ощутимся. Вы в том числе узнаете, почему сегодня нет со мной моей соведущей Дарьи. Ну а пока что выпуск новостей от наших коллег из информационной службы, после которой вернемся и продолжим. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об основных законодательных нововведениях, которые вступят в силу уже в июне. В частности, в стране начнут действовать дополнительные меры по борьбе с кибермошенниками. Ведение предпринимательской деятельности без предварительного уведомления будет считаться нарушением, а процедура включения предпринимателей в единый реестр МСП станет проще. Как отмечается в материалах, размещенных в телеграм-канале Володина, с 1 июня банкам, операторам связи, владельцам маркетплейсов и госорганам будет запрещено информировать граждан через иностранные мессенджеры. Операторы сотовой связи также будут обязаны передавать СМС-коды для доступа к госуслугам только по окончании телефонного разговора гражданина с мошенниками.
По данным Минэкономразвития страны, в годовом выражении показатель инфляции замедлился до 9,78%. Также чуть снизилась и недельная инфляция. По данным Росстата, за минувшие 7 дней заметнее всего подорожали морковь, картофель, свекла, а также бензин. Дешевле стали огурцы, бананы, помидоры, а также одежда, телевизоры и смартфоны. В целом цены на продукты снизились на почти 1%, а в сегменте непродовольственных товаров незначительно. В начале этого года индекс, характеризующий риски возникновения пузыря на рынке новостроек, снова вырос, сообщает Банк России. Это происходит на фоне опережающего роста цен на недвижимость относительно доходов населения и стоимости аренды квартиры. Кроме того, регулятор отмечает постепенное ухудшение качества обслуживания ипотечных кредитов, а также тренд на приобретение жилья в рассрочку, в котором ЦБ также видит риски. Образовательный центр интеллектуальной собственности в сфере креативных индустрий создадут в Якутии уже в этом году. Соответствующее соглашение подписали на полях второго международного форума креативных индустрий. Миссия форума – превратить культурный и творческий потенциал и капитал Дальнего Востока в инструмент устойчивого экономического роста. Программа включает более 150 мероприятий и выступления 250 спикеров и ведущих экспертов. В деловой повестке презентации проектов в области музыки, кино, анимации, геймдева и моды. Ожидается подписание и ряда других важных соглашений в сфере инвестиций, межрегионального и межотраслевого сотрудничества. Конкурс «Белый мир Арктики» через призму детской книги в 4-й раз объединил юных художников и поэтов со всей страны. В этом году все 147 работ, поступивших на конкурс, были посвящены прилету стерхов в Якутию после зимовки в Китае. Результаты творческого труда оценивали в 3 номинациях: перевод стихотворения «Журавли» Руслана Гамзатова на языки коренных малочисленных народов, постер и иллюстрация. Напомню, впервые конкурс «Белый мир Арктики» через призму детской книги прошел в 2021 году. Бессменным организатором выступает централизованная библиотечная система Якутска. Журавли, стерх является одним из священных птиц для народа Республики Саха-Якутия, и поэтому для нас то количество участников конкурса, которое приняло, является достаточно таким знаковым. Да? И, конечно же, то, что у нас впервые стали участвовать не только дети наши, но и дети разных субъектов Российской Федерации. Впервые у нас появился китайский участник. В Китае тоже начинают, очень сильно любят стерха, боготворят его. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы чуть-чуть вернемся назад. Свежий воздух, как уже сказали, да, способен усилить положительное влияние от гимнастики. И как раз наступление лета благоволит тому, чтобы чаще заниматься на улице. Помимо спорта, лето сулит нам обычные прогулки и созерцание прекрасного, особенно учитывая красоту нашей якутской природы. И в одном месте, откуда можно наблюдать прекрасное, прямо сейчас находится моя коллега Дарья Анкехова. Она на прямой связи с нашей студией. Дарья, доброе утро. Расскажи, где именно ты находишься и чем это место прекрасно в это время дня? Доброе утро, Павел! Доброе утро, Павел, доброе утро, Республика. Несмотря на пасмурную погоду и дождик, мы все-таки в прямом эфире. И сегодня мы находимся на одной из самых популярных локаций в нашей столице. Это Чучур-Муран. И сегодня мы поговорим, во-первых, о том, откуда появилось такое интересное название, какое сакральное значение имеет это место. Ну и, конечно, второе включение будет чуть позже, поэтому оставайтесь с нами. Сегодня со мной рядом находится Иннокентий Аполлоныч Федоров. Это старший научный сотрудник Института биологии. Человек, который не понаслышке знает про это место все, потому что он живет в этой прекрасной локации. Иннокентий Аполлоныч, давайте поговорим немножечко о том, что же раньше было вот в этой местности. Мы находимся на Муране, да? Муран, Мыран, Быран, по-разному называют, да? И все это верно. Так часто бывает во многих языках. Это коренной берег. Это коренной берег. А то, что находится внизу, город Якутск, да, раскинулся город Якутск на многие уже километры, это река. Вот здесь? Ага, это русло реки. Река у нас, Лена, своеобразная, она имеет фарватер и имеет очень множество проток. То, что мы видим, вот под нами озеро, сейчас называется озеро Итыккёль. Это было когда-то века, многие века, тысячелетия назад. Это была протока реки Лена.
А то, что город, это вот тоже есть каналы же, да, прямо в городе. Допустим, вниз от улицы Лермонтова, это вот протоки. То есть город практически находится на реке. На реке. На Ну, то реке. есть вот где-то, конечно, сейчас обмелело, и кажется, что это уже как будто озеро, да? Или это Да. и есть озеро уже на данный момент? Это уже есть озеро. И если по-научному, то это Старица называется. По-якутски Эльген. Вот так, да? На Иннокентий, самом Иннокентий Аполлонович, ну, необходимо, наверное, отметить, что многие жители, гости столицы думают, что вот там, где мы сейчас стоим, это и есть Чучур-Муран. На самом деле Чучур-Муран, он находится Чачур-Муран находится вот справа от нас. чуть дальше. да? Ага. Ее еще в народе называют Лысая гора. Действительно, верхушка лысая. Деревья подросли, и она уже не кажется такой лысой. Это вот сакральное священное место долины реки Туймада. Она, вот эта гора, название этой горы переводится как Чачур, отточенная гора. Ну, имеющая такую гладкую поверхность, Чачур. То есть раньше она была еще более такая гладенькая, да? Да, да, вот деревья были низкие, вот видите, да, деревья там стоят. Маленькие. совсем. Они уже выше как бы уровня Горы. самой горы поднялись. То есть они Чучур-Муран это следующая, да, получается, гора? Следующая высокая гора. Мгм. Существует легенда, что два незапамятные времена, два богатыря, да, стояли, перестреливались луками. То есть отсюда, где мы стоим, туда, где вот Чучур-Муран? Да-да. То ли они сражались, то ли состязались. И стрелы долетали? Ага, и стрелы долетали. Это 1,5 километра. Вот такие вот дальнобойные луки были. Ну, легенда ли... Но легенда есть Да. легенда. Так, здорово. Но вот сегодня, да, вот про это озеро тоже хотелось бы поговорить, да. Есть ли такая возможность, что вариация такая, да, что оно когда-нибудь иссохнет? Вот это озеро никогда не иссохнет по той простой причине, что уровень мирового океана растет, следовательно и артерии, наземные артерии, в частности река Лена, уровень ее будет только подниматься. Прогнозы такие. В нашем институте очень долго работали японские климатологи, и не только японские, европейские тоже работали. И прогноз такой, что уровень реки Лена поднимается. Поднимается. Мгм. Ну, а давайте теперь еще поговорим немного о том, что же водится, допустим, в этом озере. Тут есть рыба, В этом озере есть рыба. да? Ага. Два вида. Галиан, Мгм. ее называют еще мундушка, мунду, и карась озерный, обыкновенный карась. Экологи наши работают очень хорошо, следят, чтобы отхожие места находились в 40 метрах от кромки воды. Поэтому озеро практически, если кто-то не нарушает, не занимается незаконным сливом, Да. озеро экологически чистое. Чистая, да? Если говорить про лесную зону, да, насколько богат лес вот здесь, в местности Чучур-Муран? Ну, лес тут самый типичный для центральной Якутии. Растет лиственница. В частности, мы на горе растет в основном 98% сосна наша обыкновенная, бесмас. Растет немножко береза и растет лиственница. То есть растительность не очень богатая, но травянистая, ее можно сказать где-то разнообразие на среднем уровне. На среднем уровне. Ну что, дорогие друзья, это наше первое включение, мы завершаем его, ну а чуть позже мы как раз-таки поговорим о полезности тех растений, которые прорастают здесь, на территории Чучур-Мурана, но и еще с Иннокентием Аполлоновичем мы подскажем вам, как можно сделать вкусный и полезный чай, прогуливаясь вот на этой прекрасной локации. Оставайтесь Да-да. с нами, позже увидимся. Спасибо, Дарья. Да, ну, как она уже сказала, на некоторое время попрощаемся. В скором времени вернемся. Ну, а пока продолжаем эфир. Продолжаем встречать сегодняшний день, 30 мая на календаре, пятница, день недели. И это, конечно же, прекрасно, потому что мы ждали и, наконец-то,
дождались. Собственно, помимо того, что день пятницы и вообще он прекрасный, сегодня отмечается день одного такого блюда, самого летнего, наверное, день окрошки. Традиционное блюдо, начало лета. Всегда вызывает много споров. Самые главные из них это, конечно, колбаса или мясо, квас или кефир, хрен или горчица и так далее, потому что вариаций в окрошке на самом деле может быть очень много, потому что на вкус и цвет, сами понимаете, все мы разные. Ну а сегодня расскажем о традиционном рецепте этого блюда, но со своей изюминкой и небольшими секретами. Пора крошить окрошку – вкусную, полезную и освежающую. Татьяна Ротарь придерживается традиционного набора продуктов – зелень, редис, огурцы, картофель, колбаса, яйца. А еще у нее есть один секретный ингредиент. А вот такой ингредиент, как горох, это используется достаточно редко. Мама так делает, и мы так любим. Горох дает некую такую мягкость блюду, и мы очень-очень любим таким вот набором как раз кушать окрошку. Первым делом мелко режем зелень, укроп и зеленый лук. Ну и тут у хозяйки есть один секрет. Один из секретов приготовления окрошки – мы добавляем сразу сюда соль. И здесь нужно хорошенько, значит, чтобы все эфирные масла, и вот уже аромат пошел, камера не передает. Кстати, спор, чем лучше заправлять квасом или кефиром, а кто-то любит еще и минеральной водой, был не всегда. А первые окрошки, они заправлялись как раз вот огуречным и капустным рассолом. И уже позже, конец 14-го, начало 15 века, появился квас, и это блюдо, оно стало заправляться вот как раз всеми нами известным квасом. Еще один секрет правильной окрошки в его нарезке. Мне нравится мелко, самое главное меленько, кто-то даже любит и крупно, чтобы каша не была. Чтобы все-таки каждый продукт, он существовал в этом блюде отдельно. Один из главных ингредиентов – мясо или колбаса. Татьяна выбирает второе. Да, может, кто-то скажет, почему колбаса лучше мяса. Ну, вот как-то вот мы любим с колбасой. Это докторская, конечно, без жира. Ее крупно мы резать не будем. Да, конечно, мы пробовали и с мясом, но вот хочется показать то, что нравится нашей семье. Интересно, наш регион известен наличием такого благородного мяса, как жеребятина. А вот хозяйки нашей Якутии, интересно, кладут жеребятину? Я думаю, почему бы нет. Самый ответственный этап – заправка и заливка. Наверное, в классическом рецепте окрошку заправляют сметаной. Мы любим майонез. Это же ведь не значит, что мы его кушаем каждый день, несмотря на то, что это не совсем полезный продукт. Но иногда для повышения настроения в весенне-летний период мы можем себе позволить немножко майонеза. И завершающий аккорд – заливаем нашу окрошку квасом. Он тоже бывает разный. Лучше выбрать не сладкий квас, а главное – холодный. Ну что, Данила, вкусно? Да. Угу. В общем, наше такое семейное традиционное блюдо. И мы даже это блюдо готовим и в зимний период, потому что очень любим. Скоро наступят жаркие дни, и лучшие блюда для лета – именно окрошка. Готовьте с удовольствием и приятного аппетита. Туяра Филиппова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Помимо окрошки, еще несколько важных дат украшают сегодняшний день. Среди них, вот, например, профессиональный праздник – День сварщика. Сварщики вообще играют важную роль в создании и ремонте различных конструкций. Их работа требует, конечно же, высокой квалификации, точности и ответственности. Ну а сама сварка используется для соединения металлов, что делает ее незаменимой где? Конечно же, в производстве автомобилей, зданий, мостов и многих других объектов. В связи с этим хочется, конечно, поздравить всех, кто при помощи сварочных аппаратов делает наш мир лучше. Ну а далее расскажем о других знаменательных датах сегодняшнего дня. На календаре 30 мая. День окрошки. Международный день феминизма. По народному календарю Евдокия Свистунья. В день Святой Евдокии, память которой отмечается в это время, было принято окучивать картошку. Кроме того, в народе наблюдали за приметами. Какова Евдокия, таково и лето. Народившаяся в дождливую Евдокию луна к мокрому лету, а если дует еще и северный ветер, к лету холодному.
Этот день в истории. В 1431 году в Руане сожжена на костре Жанна д'Арк. В 1631 году во Франции вышла газета под названием «Ла Газете», и вскоре слово «газета» вошло во все европейские языки. В 1858 году основан город Хабаровск. В этот день родились Михаил Бакунин, русский революционер-анархист; Карл Фаберже, российский ювелир, основатель семейной фирмы ювелирного искусства; Сергей Власьев, русский военный, один из первых офицеров-подводников; Алексей Леонов, советский космонавт, первый человек, вышедший в открытый космос; Александр Демьяненко, советский актер театра, кино и телевидения, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Адриан, Афанасий, Евдокия, Степан. Очень много про сегодняшний день поговорили. Давайте немножко вернемся во вчерашний. Потому что 29 мая в квартале труда в Якутске состоялся финал музыкального акселератора «Сахавейв». Дом музыкантов совместно с корпорацией развития Якутии организовали образовательную программу для вокально-инструментальных ансамблей республики. Известные музыканты, такие как Анжела Жиркова, Юлина Попова, Альберт Кувезин, давали свои уроки, делились опытом с начинающими, и участники изучали теорию музыкального менеджмента, применяли знания на практике. И вот о том, как это было, расскажут наши гости, непосредственно участники акселератора, бас-гитарист группы «Ордо» Артем Филиппов и руководитель музыкального акселератора Якутии Кирилл Третьяков. Доброе утро. Доброе утро. Ну, в первую очередь, наверное, поговорим о самом акселераторе, потому что про музыку чуть позже, это, конечно, мы обязательно затронем. Сегодня все это две части одного целого. Да, что за акселератор, какова его суть, каким конкретно, наверное, навыкам или какой опыт пытались передать начинающим? Но якутская сцена вокально-инструментальных ансамблей сейчас очень хорошо развита. Об этом говорят люди, которые разбираются в музыке. Говорят, что Якутск сейчас находится на 3-м месте после Москвы и Санкт-Петербурга по именно сообществу, что у нас очень сплоченное сообщество музыкантов. У нас есть классный фестиваль Холбон, например, который 6-8 июня пройдет. И очень много ребят, музыкантов хороших, которые играют на достаточно высоком уровне, но не хватает музыкального менеджмента. И вот если бы у нас появился музыкальный менеджмент, как это раньше случилось с нашим кино, то, возможно, у нас бы появился третий феномен — IT, кино и музыка. И вот мы, музыкальный акселератор, совместно с корпорацией развития Якутии, это очень классные ребята, специалисты, разбирающиеся в креативной индустрии, да. И вот при их поддержке и совместно с ними мы сделали такую программу, в которой приняло участие порядка 150 человек. Зарегистрировалось, да, и дошло до финала порядка 35 человек. Это 7 коллективов. Вчера они выступили с питчингом своих проектов, что они сделали, какая у них упаковка есть. Мы научились подавать заявки на фестивали. Нас курировал организатор большого фестиваля Playtime в Монголии. Он нам подсказывал, как это лучше делать. То есть мы брали практическую информацию. Ну и в целом группы стали более как-то относиться к своей деятельности не так, как к любительской деятельности, но более как профессионально. То есть действительно можно музыку сделать профессией. Фотосессии, да, сайты сделали, и это теперь это можно показывать. То есть, в принципе, все было заточено на то, чтобы научить продвигать свой продукт в виде такого творчества. Да, и выйти за пределы локальной сцены, выйти на международную, например, сцену. Угу. Ну допустим, если в сравнении с якутским кино, да, которое стрельнуло сегодня, в принципе, по всей стране об этом говорят, якутские исполнители есть, которые известны на всю Россию, несомненно, но как будто бы не так много. Есть ли потенциал сегодня у нас как-то повторить, скажем так, феномен якутского кино? Есть, безусловно. Потому что есть Анжела Грин Апельсин, да, Забей Лерочка. Сейчас много наших якутских исполнителей, которые востребованы. Ага. Как раз перейдем про саму музыку. Артем, вопрос к вам. Вы вообще участник, да, бас-гитарист группы Ордо. Это этно-фьюжн группа, да, фьюжн слово мне немножко непривычно говорить, тем не менее, да, исполняются песни на языках народов Арктики, насколько я понимаю, и в чем главная отличительная черта, наверное, коллектива, потому что, на родных, на местных языках исполнений у нас тоже сегодня очень много, и какая еще, наверное, изюминка, фишка коллектива? Ключевое слово «фьюжн»,
потому что фьюжн — это слияние жанров. Вот много эклектики у нас в нашей музыке. И это формирует такой, назовем это, шар различностей. Языки, разные жанры, все это является нашей, в музыкальных кругах называется фишкой нашей. То есть такой микс из всего. Да. Ваш коллектив тоже участвовал в акселераторе, как участник, или же... Да. Что для себя почерпнули? Вот посмотрел на питчинге, группы делают проекты. В общем, интересные там были варианты. Люди готовятся к тому, что создают планы, подсчитывают бюджеты, определяют ориентиры, по которым двигаться. И это, были мысли, которые мы тоже себе можем принять на вооружение. То есть что-то новое было там. Возвращаясь, наверное, к началу, Кирилл, к вам перейдем. Вы также являетесь руководителем Дома музыкантов в Якутске. Мы поговорили, да, что было представлено на акселераторе, что участники получили. Вот менеджмент как таковой, да, продвижение, может быть, это единственное, чего сегодня музыкантам нашим якутским не хватает? Или еще есть над чем поработать, но, может быть, оно не так критично заметно, это отсутствие? Менеджмент музыкальный продакшн. И продакшн — это, как музыку, да, писать, сонрайтинг, теории этой, мне кажется, еще бы хорошо было бы продолжить движение в эту сторону, да. Ну и продакшн сам, видео, снимать больше видео, фотосессий, эту работу, если бы мы сделали, организовали бы, и системно, если бы она выполнялась какой-то командой людей, порядка 5-10 человек, это бы дало нам свои плоды. Очень бы хорошие плоды дало. И после акселератора мы этим и займемся. Во-первых, мы сделаем сообщество менеджеров. Это люди, которые будут обсуждать, как это все делается, будут этим болеть. И, мы выявили такие, да, обучили, да, дали первое касание к этому. И далее будем работать в эту сторону, да. Проекты есть, корпорация развития Якутии заинтересована, там очень хорошее, грамотное руководство. Я думаю, что совместно можно многого добиться. И завершая беседу, вы упомянули, опять же, съемки видео. Это одна из, наверное, тоже ключевых особенностей любого коллектива и продвижения. Музыкальные клипы. Вернемся к группе Ордо. Съемки клипа, насколько я знаю, планируются какие-то или еще не планируются? Планируется. Планируется. Как подробнее еще можно об этом? Или пусть пока будет небольшой секрет и интрига? Наверное, интриговать не самое лучшее в жизни. Мы думаем над этим, но пока еще у нас конкретно что-то сказать по этому поводу рано. То есть пока просто планы. План. Никакой конкретики. Артем, Кирилл, спасибо большое за эту беседу. Вам желаю удачи, успехов, чтобы музыкальный продакшн в Якутии развивался, чтобы, да, феномен якутского кино, может быть, повторился, опять же, феноменом якутской музыки. Потому что, да, опять же, исполнители есть, которые известны на всю Россию, но прямо так массово сказать, якутская музыка, как будто бы пока такого еще нет. Да. Будет. Все. Мы запомним, потом, если что, спросим. И хорошего вам дня, конечно же. Мы поговорили про вчерашний день, и вообще каждый день, да, что-то происходит, и всегда есть риск того, что событие сегодняшнего дня может стать историческим. Будут ли эти события историческими, покажет, конечно, время, но что за неделю, в принципе, произошло, мы можем узнать в свежем выпуске газеты «Якутия», которая сегодня выходит в печать, поэтому небольшой анонс материалов из издания. Коротко, информативно о самых интересных новостях главной газеты республики. В эти выходные будем праздновать Международный день защиты детей. Мы вам расскажем о новом федеральном проекте «Семья», жилищных инициатив для семей с детьми, выплатах, пособиях, налоговых преференциях и других мерах поддержки. Заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Якутии Мария Карпова – человек новый для якутян. Откуда она родом, чем увлекается, почему ей довелось работать грузчиком и как попала в Якутию в нашем эксклюзивном интервью. Вы знали, что они никогда не заползают на высокие деревья, не прыгают и не падают на нас сверху. Опасность нас подстерегает в траве. Как правильно одеться на прогулку в лес, как вовремя обнаружить на себе клеща и что необходимо сделать сразу. В материале корреспондента Веры Макаровой. Что изменится в жизни якутян с 1 июня? О борьбе с экстремизмом, противодействию кибермошенникам, ограничениях переводов между физлицами, новых правилах продаж лекарств подробно в нашем обзоре.
Выпускники школ уже вовсю сдают ЕГЭ. О том, как проходит главный экзамен, стоит ли пересдавать ЕГЭ, какие предметы выбирают будущие абитуриенты, почему при выборе профессии надо ориентироваться на рынок труда, рассказала министр образования Якутии Нюргуна Соколова. 30 июня исполнится 30 лет Якутской балетной школе имени Аксении и Натальи Пасильских. Наш корреспондент побывал в школе. О буднях и мечтах юных балерин в нашем специальном репортаже. Будьте в курсе всех новостей. Хорошего дня! Что ж, ну а мы поговорим о ближайших событиях, которые уже вот-вот произошли. С ними нас ознакомят наши коллеги из информационной службы. Передаем им слово. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Работа дальневосточных регионов по привлечению инвестиций в условиях текущей ставки рефинансирования обсуждалась на заседании Совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего под руководством заместителя председателя правительства России и полномоченного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева. Всего в экономику Дальнего Востока за 10 лет вложили 20 триллионов рублей. По итогам 2024 года совокупный объем инвестиций в основной капитал в регионах ДФО составил 3,9 триллионов рублей, что составляет 10% от общего объема инвестиций в основной капитал Российской Федерации. Рост этого показателя на Дальнем Востоке по сравнению с прошлым годом составил порядка 6%. Второй международный форум креативных индустрий в Якутске должен привлечь не менее миллиарда рублей в экономику Дальнего Востока. Это станет основным итогом мероприятия, заявил журналистам глава Якутии Айсан Николаев. По его словам, помимо дальнейшего развития сырьевой экономики, республика делает серьезный упор на развитие экономики креативной. Число занятых в этой области в регионе превысило 45 тысяч человек, а к 2030 году, согласно указу главы региона, этот показатель должен вырасти до 70 тысяч человек. Айсан Николаев уточнил, что среди основных направлений креативной экономики – информационные технологии, кинопроизводство, анимация и мода. Подведение итогов апробации конкурса «Моя семья» запланировано на июнь этого года. После этого будет принято решение о дальнейшем формате. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения страны. Апробация курса началась в сентябре прошлого года. Всего в ней принимает участие 45 субъектов России. Программа внеурочного курса включает 36 академических часов внеурочной деятельности. С 2024-2025 года курс проходит. Для его реализации подготовлено порядка 1500 специалистов. Тем временем Минобрнауки в целом поддерживает идею обязательной отработки по распределению после окончания вуза в отдельных отраслях, но эту систему нужно детально проработать, а также учитывать, что ответственность по отработке лежит не только на выпускниках, но и работодателях. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования страны Дмитрий Афанасьев. Он привел в пример Белоруссию. Коллеги из страны, у которых механизм отработки работает, они в течение 7 лет его совершенствовали, пока он не прошел сегодняшнее состояние. Вопрос требует очень детальной проработки, подчеркнул замминистра. Состоялось расширенное заседание ученого совета научно-исследовательского института ОЛОНХО СВФУ. Собрание посвятили 90-летию со дня рождения Василия Иванова, видного ученого и первого директора института. Также отметили 20-летие признания якутского эпоса ОЛОНХО шедевром нематериального культурного наследия человечества. В ходе заседания также вспомнили и о 15-летии основания научного исследовательского института ОЛОНХО. Все участники подчеркнули важность сохранения и развития культурного наследия Якутии. Ну, Василий Николаевич был очень мудрым, добрым наставником. Он нас, можно сказать, учил к жизни, учил вообще, как писать вообще научные статьи, можно сказать, научную работу, как проводить. Он был очень широкой души человек. И, можно сказать, был очень глубоким мыслителем. На этом все. Хорошего дня. Оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо нашим коллегам. Ну а мы вернемся обратно на свежий воздух, где моя коллега Дарья Анкехова сейчас будет делиться вместе со своим гостем, ее, так сказать, персонального эфира на свежем воздухе, будет делиться полезной информацией о том, что растет у нас на природе и как вообще вкусненько можно попить чаечка на свежем воздухе. Поэтому мы вновь готовы передать слово Дарье. Дарья,
слышишь ли ты нас, пожалуйста, делитесь своими последними полезными советами. Еще раз приветствуем всех с местности Чучур-Муран. Я, Дарья Анкехова, Иннокентий Аполлонович в прямом эфире. У нас, конечно, погодка, все становится хуже и хуже, но да, для нас это не беда, потому что прогулка и в такую погоду по лесу – это прекрасно. Иннокентий Аполлонович, мы говорим сейчас про то, что растет в этой лесополосе, да. Ну, в частности, наверное, поговорим про какое-нибудь одно растение, о полезности которого вы можете рассказать что-нибудь. Конечно, конечно. Многие в курсе, что прямо вот неделю назад распустилась наша береза. Береза. Вот маленькая березка стоит, дальше стоят более крупные. Ну, пройдемте, березы. посмотрим там. Пройдемте. Крупные. Береза священное растение, священное дерево для практически всех народов, да? Оно очень красивое растение, оно лекарственное, оно греет, оно лечит, самое главное, лечит народы. Кто бы мог подумать, да? Многие воспринимают березу, но береза есть везде, береза да береза. Береза да береза, но это лекарство, которое находится в шаговой доступности. Во-первых, это природный антибиотик. Он бактериостатик. Значит, останавливает размножение бактерий. Это могут быть простудные заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта. Очень хорошо гонит желчь. А эта проблема очень большая, да? В связи с таким ненатуральным питанием, которое у нас в магазинах превалирует. У березы, на березе вырастает чага. Многие знают, да, по-якутски чари. Это тоже признанное лекарство. Береза признана, как ни странно, признана официальной медициной. Фармакопейный вид. Под берестой березы, вот береста березы белого или серого цвета, находится такой оранжевый слой. Да, в науке он называется камбий. В народе это вот просто кора, нижняя часть коры. Чем полезна? Она оказывается концентратом бетулина, такого достаточно действенного лекарственного начала, как я уже отметил, противовоспалительного, сильно выраженного, достаточно сильно выраженного лекарственного действия. Иннокентий Аполлонович, но с подобными свойствами березы, наверное, могут работать только научные сотрудники, биологи, да, то есть люди, которые действительно могут знать об этом, ну, очень много информации. А вот мы, простые люди, которые вот пошли на прогулку, допустим, по Чучур-Мурану, увидели березку, как мы можем получить какую-то полезность с этого прекрасного дерева? Да-да, люди некомпетентные, неквалифицированные, они могут использовать вот молодые листья. Молодые листья вот сейчас находятся в фазе наибольшей своей активности. Их молодые листья, да, применяют прямо с момента их появления, когда они еще крошечные. Свеженькие. А потом они становятся чуть больше, вот как сейчас. И до числа 20 июня, пока они листья липкие, да, до исеха, их можно собирать и засушивать. Можно и в свежем виде, да, делать очень хороший чай, пропорции, да, 5 столовых ложек такого мы возьмем, дерево не страдает от этого. Вот 1 столовая ложка. Проминаем ее хорошенько, руки должны быть чистые, проминаем для того, чтобы это ферментация частичная. Разрушаются клеточные оболочки, и лекарственное начало выходит околоклеточное пространство. Знаете? И потом переходит в наш настой. Настой – это вот то, что делается на воде, на горячей, называется настой. Многие путают. Я подготовилась, у меня что есть делается настой. В растворителе, в частности на водке, это называется настойка. Вот 1 ложка. Тут находится как раз литр воды, да? И получается просто повседневный чай. Ничего больше добавлять не на надо? лекарственные цели ее добавляют больше.
То есть много не надо? Просто... Много не надо. Мгм. Это вот чай. Ее можно пить стаканами. Литр воды горячей и 5 столовых ложек свежих листьев. А какой аромат у нас Да. здесь? Очень ароматно. Очень ароматный, даже сейчас чувствуется. Там горячая вода Мгм. находится, ну, наверное, остыла немножко. 95 есть, наверное. Есть. Ага. Какие ароматы, 5-я товарищи? ложечка. Все. Мы должны настоять его или сразу можно? настоять полчаса буквально. Если встряхивать, даже 15 минут. Потом можно наслаждаться таким Березовым чаем. Целебным чаем. А- Противовоспалительным чаем. То есть приболели слегка, Да, захворали, попили чайку с березой. Мочегонные свойства есть. Немножко послабляет. Ну, комплексно улучшает организм человека. Иннокентий Аполлоныч, а если говорить еще, что можно в этот чай еще добавить вот из этого леса? Хвоинки. Хвоинки. Той Так, же самой посмотрим. сосны. Вот сосна. Можно взять ее почки. Почки, вот то, что на кончиках веток. Оно сейчас очень активное. Вот такие Ее маленькие надо почки. буквально несколько почек, и появится такой хороший сосновый аромат. Так. Чай будет очень пикантный. Можно хвоинки прямо кидать и закупорить. Стряхивать ее почаще. Так. Через полчаса будет хорошенький чай. Так, отлично. Закрываем. И, дорогие друзья, оставляем на полчаса. К сожалению, время нашего эфира ограничено, но мы с Иннокентием Аполлоновичем через минут 30 обязательно попьем этот целебный, вкусный якутский чай. И на этом мы благодарим вас, Иннокентий Аполлонович, за полезную информацию. Ну а с вами, дорогие друзья, не встречаемся. Прямой эфир продолжается. Паша, тебе слово. Ну что ж, мы берем на заметку информацию о том, как можно заварить чай на природе из того, что в этой, собственно, природе растет. Тем более, что лето – это же время пикников, а поход без чая – это, не поход. Еще одним элементом хорошего похода можно считать наблюдение за звездами, когда в ночной тиши наблюдаешь за бесконечной россыпью светил далеких галактик. Звезды вообще всегда манили людей, вели их, вдохновляли, а с середины прошлого века ведущие ученые стали задумываться вопросом, откуда и как образовалась наша галактика. Тогда почти одновременно во многих развитых странах появились установки по наблюдению за космическими лучами. Такое сооружение, единственное в Советском Союзе, появилось в Якутии по инициативе молодого ученого Дмитрия Даниловича Красильникова. Подробнее о его жизни расскажет Юлия Михайлова. Якутск в той стороне, направо, Покровск налево. Горы, река. Уникальная установка ШАЛ – широкие атмосферные ливни. Над ее разработкой трудилась группа ученых под руководством Дмитрия Даниловича Красильникова. В 1973 году, 14 апреля, наша якутская установка заработала по полной программе. Ученое содружество очень тепло встретило рождение новой большой установки в мире по регистрации частиц предельно высоких энергий. Дмитрий Данилович пришел в науку, будучи школьным учителем. В 1948 году окончил физмат и почти сразу был принят на работу в Институт космофизики, где царила атмосфера творчества. Вот снимок 1956 года «Удачная охота». Юрий Георгиевич Шафер собрал всех заведующих, типа ученого совета на природе. Дядя Гриша рассказал: ты знаешь, там было так холодно, голодно. Весна, ветер, наверное, был, ледоход. А как приехал Дима, он из Москвы тогда с командировки приехал. Как, говорит, настрелял, всех накормил, сразу стало тепло и весело. Вот отношение такое. А там Юрий Георгиевич собрал всех заведующих на совещание, как он образно говорил, стали делить околоземное пространство. Это Шафер сам взял. Далекий космос, это Красильников говорили, достался Красильникову. А подземное царство – вотчина Кузьмина Ариана Ильича. Вклад Дмитрия Даниловича в мировую науку по изучению космических лучей получил высокую оценку Академии наук СССР и государства. В мае 1982 года Дмитрий Данилович был удостоен звания лауреата
Ленинской премии СССР по науке и технике за цикл работ об исследовании энергетического спектра частиц сверхвысоких энергий. Посмотреть на установку ШАЛ в окрестностях Якутска приезжали многие мировые светила, в том числе нобелевский лауреат профессор Джеймс Кронин. Часто с дедом встречал гостей и маленький Дима. Он продолжил династию физиков Красильниковых. Как-то я его о войне спрашивал, будучи, что там было. И вот он мне как-то нарисовал рисунок, как проходил его бой, когда он получил ранение под Витебском 1 февраля 1944 года. Демобилизован и вернулся на родину. На войну Дмитрий Данилович ушел из родного Чурапчинского Улуса в 1943 году. Ему было 22 года. Близок час расплаты. Скоро грядет священная месть. Ветеран Великой Отечественной войны, ученый с мировым именем Дмитрий Данилович Красильников остается для своих потомков, земляков, примером беззаветной любви к родине. Мы с ним рыбачили, стрелять он меня научил. Вот. Ну и отношение вот к труду какое-то было такое, что вот надо было что-то уметь делать. При этом он очень любил, ну, может быть, даже баловал так. И сейчас я стараюсь вот на своих детей тоже перенести такое же отношение. Ну и к студентам также относиться по-доброму. Владимир Павлов, Юлия Михайлова. «Утро Якутии». Ну, якутская земля всегда была полна талантами, причем в разных областях. Об одном из светочей якутской науки только что рассказали. Перейдем к тем, кто нес в массы искусства. Среди них Михаил Старостин. И об одной из его работ расскажет наша рубрика «Музейный гид». Но сегодня очередной ее эпизод будет необычным. В преддверии праздника Дня защиты детей мы передаем эстафету этой рубрики юному экскурсоводу, ученице 2 класса городской классической гимназии Захаровой Алевтине. Я очень люблю ходить с мамой и бабушкой в Национальный художественный музей. И сегодня я вам расскажу, почему мне хочется приходить сюда вновь и вновь. Недавно я была на выставке «Арктика как искусство». Я открыл для себя творчество якутского художника Михаила Старостина. Он рисует волшебную страну, в которой живут смелые и добрые люди. Они не боятся холода. Они готовы преодолевать любые трудности, всегда придут на помощь. У северного человека такая богатая фантазия. Посмотрите, на картине с неба вместо дождя и снега посыпались золотые и зеленые яблочки. И человек от радости начинает танцевать. Его душа открыта всему прекрасному. Он никогда не сидит на месте, он всегда в пути. Он живет в удивительном и прекрасном мире. Посмотрите, он радуется, как ребенок, и пускает мыльные пузыри, превращая голубое пространство холста в безбрежный океан. Летят невесомые прозрачные шарики, наполняя радостью и весельем сердца людей. А вы знаете, что означает слово «Арктика»? «Арктос» в переводе с греческого языка означает «медведь». Мы с вами живем под созвездием Большой Медведицы. Смотрит черными бусинками глаз белый медвежонок. В руках он держит букет цветов. Цвета букета белый, синий, красный. Повторяют триколор российского флага. Через яркие краски голубого неба, белоснежных гор и равнин, пушистых облаков художник показывает любовь к родине. Ребята, приходите в музей, я точно знаю, здесь интересно. Ну, а мы, дорогие зрители, желаем вам вот такого же вдохновения, как наши юные коллеги, и такой же радости на весь сегодняшний день, несмотря на пасмурную погоду, и на все грядущие наступающие выходные. Лето вот-вот уже пришло, и на этой волне хочется пожелать вам, конечно же, только радости, улыбки, и чтобы было тепло и солнечно. На этом я с вами прощаюсь. В понедельник вновь «Утро Якутии» и мои коллеги вас подхватят и будут встречать уже дни следующей недели. Ну а пока хорошо отдохните, а прежде чем отправиться в эти выходные,
выходные. Завершите все свои дела, чтобы у вас это получилось. Дарим вам немножко позитива и энергии музыкальной. До встречи. Put your loving hand out, baby. I'm begging.